плывут портреты, как святыни. В рядах бессмертного полка якутяне, семьи героев, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Всероссийская акция «Бессмертный полк» объединила жителей всей страны. Сегодня колонны потомков победителей с портретами своих родных героев пройдут по всей России, от Калининграда до Камчатки и практически во всех странах ближнего и дальнего зарубежья. Память о Великой Победе священна. Да здравствуют воины-победители! В каждой семье памятен свой герой, победитель. И сегодня сотни людей вышли на парад победы, встав в ряды бессмертного полка с портретом своего родственника, ветерана боевого и трудового фронта. Плечом к плечу идут убеленные сединами ветераны, дочери и сыновья фронтовиков, внуки и правнуки. В руках портреты самых дорогих и близких сердцу людей, братьев, отцов, дедов, бабушек, сестер и матерей, павших и живых, тех, кто на своих плечах вынес все тяготы и испытания войны и послевоенного лихолетия, кто бился насмерть, освобождая города и деревни, кто испытал на себе ужасы фашистских лагерей, кто сутками пахал на заводе, в поле, на заготовке продуктов, ловил в ледяной воде рыбу, охотился на зверя, сражался в партизанских отрядах. Они вместе ковали великую победу, и вклад каждого поистине неоценим. И сегодня они вновь в строю вместе со своими потомками. Усть-Алданского, Алданского, Чурапчинского улусов, потерявших на фронтах войны своих сыновей. Общественный проект «Бессмертный материнский подвиг», разработанный Якутским региональным отделением «Матери России», дал возможность восстановить историческую память об 1151 матери из Якутии, об их роли и подвиге в годы Великой Отечественной войны, из которых одна мама проводила на войну 9 сыновей, вернулось только 2. 7 сыновей проводили 2 матери, 6 сыновей 7 матерей, 5 сыновей 7 матерей, 4 сына проводили 50 матерей, 3 сына 109 матерей, 2 сыновей 216 матерей, 1 сына 665 матерей. Это величайший подвиг наших матерей, которые положили на алтарь победы самое дорогое – своих сыновей. Поклонимся бессмертному подвигу святых матерей победы. Никто не забыт и ничто не забыто. Слава тебе, победитель солдат! Ура! Сегодня ты снова в строю. Не закончилась война для тех, кто пал в бою. Солдаты победы вновь в строю. Ура! Солдаты победы всегда в строю. Они снова в строю. Наши воины-победители. Они продолжают свой победный шаг по стране. Ура! Мы не щадили жизни на войне. Мы гибли под Москвой и Сталинградом. Мы не могли представить в вечном сне,
что встанем в строй однажды с вами рядом под знаменем бессмертного полка. Пройдем сквозь время города и страны, пусть след войны своей смертельной раной для всех уроком станет на века. Слава тебе, победитель, солдат! Ура! Идет сама забвенья в тишину, проходит вечность, полк бессмертный строем, идет опять сражаться за страну, погибших души с нашей. В акции «Бессмертный полк» принимает участие глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка. День 22 июня 1941 года трагической вехой вошел в историю нашей Родины. Нападение фашистской Германии и ее прервало мирный труд советских людей. В глубоком тылу находилась Якутия. В эти дни сотни заявлений с просьбами отправить добровольцами на фронт поступало в военные комиссариаты республики. Только за первую неделю в комиссариат Якутской ССР было подано заявлений 650, а в Якутский городской объединенный комиссариат 430 заявлений. Война закончилась, но песни... Посланцы Якутии в составе маршевых рот после